Откуда, собственно, возникла такая идея? Почему московские власти готовят план полного отказа от мигрантов? Мигранты в панике бегут из России. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая статья международно признанного журнала Forbes удивила всех. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Трудовые мигранты бросились уезжать из России во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом пишет издание Forbes. По словам руководителя компании «Благомигрант» Илгизы Якшибаевой, после объявления о нерабочих днях в Москве и Санкт-Петербурге спрос на билеты из Российской Федерации вырос на 90%. Мигранты, которые ведут трудовую деятельность в России, учитывая предыдущие волны локдаунов, испугались, что останутся без средств на пребывание в чужой стране, отметила она. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года сейчас спрос на билеты подскочил на 40%, рассказала представитель пресс-службы tutu.ru Наталья Анисимова. Она подчеркнула, что в топ востребованных стран входят Кыргызстан, Узбекистан, Армения и Азербайджан. Как вы думаете, правильно ли делают люди, которые уже в начало такого неспокойного времени пытаются вернуться на родину? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. На портале One True Trip зафиксировали взрывной рост запросов на покупку билетов в Таджикистан, однако самым популярным направлением на ресурсе оказалась Армения. Повышение спроса спровоцировало взлет цен на билеты. Якшибаева отметила, что в начале октября стоимость билетов в Узбекистан или Таджикистан колебалась от 7 тысяч до 12 тысяч рублей. После новостей о локдауне они подскочили более чем в 2 раза. На прошлой неделе мы отправляли граждан из Москвы в Ташкент и Душанбе за 20 тысяч и даже 30 тысяч рублей в одну сторону, уточнила она. Между тем, работодатели в очередной раз пожаловались на нехватку кадров в сфере строительства, услуг, общепита, транспорта и логистики. А как вы думаете, как будет развиваться эта ситуация? И закроется ли Россия опять на жесткий карантин, как было это ранее? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!